Я в свое время работал и в ансамбле «Хайтарма», в 80-е годы музыкальным руководителем. Затем, уже вернувшись в Крым, мы создали свой ансамбль «Макам», ансамбль традиционной музыки. Затем я работал на телеканале АТР, и наша программа, где мы исполняли крымско-татарскую традиционную музыку, была очень популярна и любима нашим народом. И, естественно, рядом со мной всегда были музыканты, которые меня поддерживали и у которых я многому научился. Образцы музыки ханского периода, это конец 16-го, начало 17 века, ну и так далее. Затем духовные песнопения, иляхи, образцы театральной музыки, отрывки из крымско-татарских дистанов, песни, инструментальная музыка свадебного обряда, маневер, чинлар. Инструментальная музыка представлена, танцевальная музыка представлена такими жанрами, как аграва, посвящен, значит, песням, которые возникли в депортации, и песням популярным в наших диаспорах в Румынии, в Турции. Вы знаете, к большому сожалению, мы очень много потеряли в связи с известными историческими событиями. Я должен сказать, что у нас выпали не просто отдельные номера, у нас выпали целые жанры крымско-татарской музыки. И вот в этом сборнике, например, представлен такой жанр, как сасси майсы. Мало кто из крымско-татарских музыкантов сейчас знает, что это такое. Издание книги – это не очень дешевое удовольствие, мягко говоря. И поэтому, конечно, не обошлось без спонсорской поддержки, за что я безмерно благодарен своему сыну Асану Карикову, который проспонсировал издание этой книги. Огромное спасибо вам.